Каждый день врачи борются за жизни людей. Первыми приходят на помощь, стоят на страже здоровья своих пациентов. Их часто называют ангелами в белых халатах или командой спасения. Так, в одном из самых высокогорных городов республики, угледобывающей столицы Якутии, жил и работал Виктор Константинович Попович. Он родился в Молдавии, но всю жизнь посвятил Якутии. Стоял у истоков здравоохранения города Нерюнгри и всего Нерюнгринского района. Настоящий профессионал, врач, чудесный доктор. Сегодня он живет в Москве, является президентом городской клинической больницы номер 17. Виктор Константинович Попович вообще это легендарная личность, надо сказать, в здравоохранении всей Якутии. Он с 1978 года работал сначала в Беркакитской узловой больнице в поселке Беркакит, и затем в 1998 году был назначен начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. За плечами у него богатый опыт и клинический, и медицинский, и административный, и управленческий. То есть он в себе все эти качества сочетал в разумных таких пределах. И это помогало ему, конечно, в работе, и нам, молодым коллегам. Он стал именно у истоков развития здравоохранения нашего города и нашего всего Нерюнгринского района. Надо отдать должное его организаторским способностям, потому что его умение решать вопросы и подходы к решению вопросов, они были такие, знаете, очень высокого класса организаторские. Вы президент ГБУ, заслуженный врач России, доктор медицинских наук. Расскажите нам, пожалуйста, с чего начинался ваш профессиональный путь? В 1975 году я закончил Кишиневский государственный медицинский институт. И на распределение отправили на БАМ. БАМ только начал строиться. 15 человек. Вот я один из них, который попал в Якутию. Работал в Беркаките, сначала заведующим отделением, потом главным врачом. И в 1992 году меня назначили начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. И вот с 1992 года по 2004 года я был начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. Всю свою жизнь Виктор Константинович посвятил медицине и здравоохранению. Знакомство с Якутией у новоиспеченного 25-летнего специалиста началось с Беркакита. Когда распределение было, что вы знали на тот момент о Якутии? А что я знал? Знал по карте, что очень далеко, аж в конце там это, где начинается и где заканчивается СССР, и знал, что очень холодно. Больше ничего не знал. Поэтому было, конечно, как сказать, даже страшно, может быть. Ну, когда приехал, как раз в феврале месяц, 56 градусов. Представляете, как я после Молдавии, 56 градусов. Шел по улице, сказала, что течет кровь вот здесь по щеке. Так, ну, непривычно все это. Ну, а потом что? Освоился, и я считаю, что это моя вторая родина. Каким бы суровым тогда ни казался климат Якутии, воспоминания о республике сейчас самые теплые. С первого дня работы в железнодорожной больнице Беркакита жизнь закипела. Узловая поликлиника на 100 коек, медперсонал, который трудился 24/7, 32 железные дороги, которые входили в зону обслуживания больницы. Нагрузка колоссальная. При этом учреждение Беркакита трижды становилось лучшим на БАМе. Очень много строительных организаций находились в Беркаките. Потому что строили в сторону Тамота и в сторону Тынды одновременно. Поэтому работы хватало. Вот я, несмотря что там молодой контингент, но люди тоже болеют там. И работали от зари до зари. В Беркаките росла не только карьера Виктора Константиновича, но и семья. В маленьком якутском поселке свои первые шаги начали делать его дети. Я вижу у вас здесь фотографии, семейный архив. Вы с дочкой. Она родилась в 1979 году, а сын в 1983 году. Поэтому они местные, якутяне. И в паспорте Беркакит все написано. Шли годы. В 1992 году у Виктора Константиновича новый пост. Он стал первым в истории Якутии начальником управления здравоохранения города Нерюнгри. Время тогда было тяжелое. Финансовый кризис, застой, нехватка кадров, вспоминают Виктор Попович и его коллеги. С Виктором Константиновичем я работаю с 1998 года. Значит, я в то время работал заместителем главного врача по поликлинической работе в Чудновской городской больнице. Вот, все было по-другому, по-новому
значит, вся система здравоохранения переходила на страховые, значит, принципы, да. То есть было очень сложно. Виктор Константинович, он был первым начальником управления. Он, значит, так построил работу с лечебными учреждениями, значит, так построил финансовые, значит, механизмы, которые позволили в то время выжить здравоохранению в первую очередь. В свою очередь работал в Нерюнгри главным врачом Центральной районной больницы с 2012 по 2019 годы. Вот, 7 лет я отработал. Вот, и надо сказать, что я видел результаты деятельности Виктора Константиновича. Ему пришлось работать в такие вот 98-2004 годы, очень сложные времена же были. Это конец 90-х, начало нулевых годов, да, разруха, отсутствие финансирования, да. Но он умудрялся каким-то способом вот деньги выбивать, да, зарплаты платить. Вот его коллектив вот за это очень уважает. В 90-е годы остро стояла проблема нехватки лечебных учреждений. На тот момент в городе возводился новый больничный комплекс, но вопрос поликлиник, диспансеров оставался открытым. Именно тогда было принято кардинальное решение реорганизовать гостиницы и обустроить их под объекты здравоохранения. Там были очень хорошие гостиницы для американцев, для японцев и так далее. И мне удалось убедить главу города, чтобы нам передали эти гостиницы. Представляете, какие там были? Это были как, супер-отели. И вот мы там разместили кожвендиспансер, поликлинику профосмотров. А дальше Нерюнгри стал принимать новоиспеченных выпускников медицинских вузов. Сюда приезжали интерны из Хабаровска, Благовещенска и Читы. Многие из них до сих пор продолжают работать в Якутии. В больницах начали внедрять и новинки техники. Он инициировал приобретение компьютерного томографа, тогда, наверное, один из первых в республике, он был 1992 год. Он внедрял новые методы диагностики. Это и лаборатория ИФА-диагностики. Вот. Сегодня это, конечно, уже любая больница имеет такие лаборатории. В то время это было в диковинку, это было, в общем-то, в прорывном плане. Значит, появились в Нерюнгринском районе новые специалисты, пульмонолог, иммунолог. В 1994 году у нас появился аппарат, который дробит камни у больных мочекаменной болезни. Итотрипер, так называемый, тоже импортного производства. И он был единственный в то время во всей республике. Даже в городе Якутске, по-моему, не было аппарата. Мы впервые открыли дневной стационар в женской консультации. Нигде не было. Это мы первые были, передовики. Дневной стационар в детской поликлинике на 15 коек. Все это. Поликлинику профосмотров. Диспансеризацию. У нас же много предприятий тогда было там. Один Якуту имел где-то 15 тысяч работающих. Потом Нерюнгри-ГРЭС, там около 3. Станцию переливания крови открыли. Роддом свой, там это на 120 коек. Открыли в роддоме тоже впервые палата мать и дитя. Получается, вы там отработали до 2004 года? Да, я начал в 1992 году и до 2004 года. Потом переводом был направлен сюда на работу в Москву. Сейчас Виктор Константинович является президентом городской клинической больницы номер 17. 6 операционных, 2 хирургии, 18 отделений от терапии до ортопедии. Больница является клинической базой 8 кафедр ведущих медицинских вузов. В год здесь проводят около 15 тысяч операций и лечат более 30 тысяч пациентов. За годы работы в Москве Виктор Константинович трижды становился топ-менеджером среди всех лечебных заведений столицы. Почетный медицинский работник, награжден медалью за заслуги в отечественном здравоохранении Минздрава России. Кадров из Якутии к себе привлекаете? Да, у нас есть кадры из Якутии. Эндокринолог с Якутии, травматолог, 2 бухгалтера оттуда, экономист с Якутии, 2 кардиолога с Якутии, Салдана есть кардиолог, поэтому я земляков не забываю. Со дня переезда Виктора Константиновича в Москву прошло уже 17 лет, но он до сих пор с невероятной любовью и теплотой вспоминает Якутию, Беркакит, Нерюнгри и своих коллег. В этом году Виктор Попович вновь собирается навестить республику, ставшую ему второй родиной. Он организатор здравоохранения высшей марки. Он до тонкостей знает всю работу, постоянно дает дельные советы, что, где, как сделать. Можно к нему обратиться в любой момент, позвонить. Какой-то сложный вопрос, если возникает, он обязательно на него даст ответ. Виктор Константинович еще в свое время
он был моим научным руководителем. Я с помощью его защитил свою кандидатскую диссертацию, он помогал мне в этом, и я ему за это бесконечно благодарен. Он стал именно у истоков развития здравоохранения нашего города и нашего всего Нерюнгринского района. Я уверен, что шаг за шагом наше здравоохранение будет на самом высоком уровне. Это будет некий такой центр по оказанию, наверное, самой эффективной и высокотехнологичной медицинской помощи. Я проработал в Якутии 28 лет. Я прошел всю школу от рядового, вот я говорю, от заведующего отделением до начальника управления. Я там формировался как человек, там друзья были. Якутия, я считаю, что это моя вторая родина. Прекрасный край, который, кто его знает и изучил, наверное, никогда не забудет. Так и я не забуду это Якутию родную никогда. Медицина поистине самая благородная из всех искусств. Сегодня врачи возвращают людям зрение и слух, восстанавливают и реабилитируют после травм, дают возможность жить без болей и страхов. А пересадка органов уже не кажется чем-то невозможным, как и операции на сердце. Почти 22 года назад в истории якутской кардиохирургии открылась новая страница. В Национальном центре медицины впервые провели операцию на открытом сердце. Главным хирургом выступил академик РАН, заслуженный врач России. В то время министр здравоохранения страны – якутянин Юрий Леонидович Шевченко. Сегодня он президент центра имени Пирогова в Москве. Кинди бир дөдолдактарым. Кинди саха юно. Дорогие мои земляки, дорогие мои якутяне, я не перестаю восхищаться тогда как министр, сегодня просто как врач и человек, что в те трудные времена руководство страны, Михаил Ефимович Николаев, президент, министр здравоохранения Егоров Иван Яковлевич, правительство Якутии, медицинское вспомогательное начальство нашли возможность внедрить эту дорогостоящую медицинскую помощь. Она очень дорогая. Причем не просто внедрить, а очень системно, с алгоритмом. Они тогда вышли на меня, я был руководителем известной клиники в Петербурге, военно-медицинской академии, и попросили подготовить бригаду кардиохирургов. Тогда, в ноябре 2000 года, пациенты с врожденным пороком, тяжелым митральным стенозом, когда из-за сужения или сращения клапана сердца нарушается кровоток, буквально обрели новый ритм жизни. Всего 22 года назад такие операции были сравнимы с полетом в космос, но именно они и положили начало новой истории медицины Якутии. Приехали молодые, талантливые доктора, быстро освоили все операции, какие есть на сердце. Ну, а потом, когда уже все наладили в Якутском национальном медицинском центре, срочно вывезли туда аппарат искусственного кровообращения, которого не было. И тогда же в ноябре было всего проведено 7 операций, правильно? Да, потом уже они сами, мои ребята помогали. Я в первый день сделал 3 операции с ними вместе. Захаровым Петровым Ивановичем, с помощниками. Вот. Конечно, волнительно было. Но надо сказать, что, во-первых, были больные в тяжелом состоянии. Как сейчас помню, одна больная с врожденным пороком, с дефектом межпредсердной перегородки, один больной с тяжелым митральным стенозом, тяжелой митральной недостаточностью. 3 больных я в этот день прооперировал. Все сработали великолепно. Как будто я с ними всю жизнь вообще работал и оперировал. Медицинские сестры, все, кто помогал. Я и не заметил, что за спиной у меня все время стоял президент Якутии. Он стоял и наблюдал. Он стоял и наблюдал. Я представляю, как его сердце разрывалось, потому что нужно было, чтобы все было хорошо. Первая операция всегда должна пройти хорошо. И хорошо, когда есть поддержка, наставники такие. И здесь такая была поддержка
душевная. Президент простоял весь день в операционной и смотрел. Хорошо, что я этого не знал. А если не секрет, то сколько одна операция вот продлилась? Ну вот комиссуротомия – это на работающем сердце. Вводишь палец в сердце через кисет и открываешь отверстие митрального клапана, которое заросло, чтобы он открылся. Это быстрая операция. Сама операция там секунды. Вот. Но доступ и потом уход, зашивание, это часа полтора-два. Вот. С искусственным кровообращением, конечно, эта операция часа на 3-5 часов. Мы просто делали, мы спасали людей, вот и все. И других мотивов у нас не было. Ну и кроме того, конечно, я скажу, что не без задней мысли было чувство ответственности, гордости. Хотелось чтобы Саха поднялась в этом отношении и была признана. Потому что кардиохирургия, когда есть в многопрофильности, она поднимает на другой уровень вообще медицину. Учреждения или региона, республики. Говорят, на сердце плюс, значит, там есть все. Потому что кардиохирургия много притягивает. И терапию, и кардиологию, и лабораторное дело, реанимация, выхаживание, реабилитация. Сразу образуется такой комплекс мощный, высокотехнологичный. Столько десятилетий люди, чтобы спастись, ехали, искали спасения в Москву, Санкт-Петербург, в Ленинград. На пальцах можно было посчитать центры, где можно было прооперироваться. И, конечно, большинство-то умирали без помощи. Вот. Ну а сегодня, после первой операции в Якутии, нет проблем. Сегодня совершенно другое время, и сердце радуется. Юрий Леонидович родился в Якутске в 1947 году. Вырос в доме на Кальвица. Деревянный домик, напротив школа, рядом водокачка. Мальчишкой, обгоняя водовозки на лошадях, таскал домой ведра с водой, вспоминает Юрий Леонидович. А зимой привозили лед с Лены. Он до сих пор помнит вкус той воды. 50-е годы, до 60-го года так было, и потом было так. Лед с Лены зимой заготавливали, привозили в машинах в подвал, и круглый год там тебе и холодильник, и колуном ведро. Лед растает, пьешь такую воду. Дом маленький, весь вросший в землю. Напротив школа моя. Тоже она такая была величественная. У меня в памяти школа номер 4. И она была против дома, через тракт, который туда в горы шел, к озерам. Но самое интересное, что тут недавно я узнал, просил фотографию дома. И он мне пишет, директор школы, знаете, дома этого уже нет. Да, школы нет. Она обвалилась, ее снесли. Учеников рассеяли по разным другим школам. Дома вашего тоже нет. Его снесли, и на его месте стоит медицинский центр. И он прислал фотографии. Прямо на пятне дома стоит мощнейший современный медицинский центр. Но самое интересное, что к этому медицинскому центру дорога идет, улица. Я не знал, где школа стояла. Улица Пирогова. Это мой кумир Пирогов, великий хирург. Такие совпадения мистика, признается Юрий Леонидович, и снова предается воспоминаниям. А откуда у вас вообще такая идея появилась создать и основать такой центр имени Пирогова? Это с юности у меня, когда я впервые познакомился с книжкой. Была такая книжка, она и есть. «Чудесный доктор» она называется. Чудная повесть, чудный рассказ, трогательный. И вот когда я его прочел ребенком еще в начальных классах, а потом еще вышел фильм, в Якутске показывали, черно-белый, «Пирогов». Он ровесник мне, этот фильм. В 1947 году Козинцев его снял, «Пирогов». И все. И у меня выбора не было вообще, кем быть. Только врачом, только хирургом.
Карьера медика развивалась стремительно. В 1974-м окончил военно-медицинскую академию в Ленинграде, получив специальность военного врача. В 1978-м занял пост начальника сердечно-сосудистой хирургии в той же академии. Благодаря ему отделение стало одним из лучших в стране. В 1993-м Юрий Леонидович – главный кардиохирург Санкт-Петербурга, затем министр здравоохранения России до 2004 года. Ну вот сейчас у вас насчитывается уже более 3500 прооперированных. Это только по поводу инфекционного эндокардита, которым я занимаюсь как научным практическим направлением. А так, если в целом... А так, если я их давно уже не считаю. По молодости считал, записывал, потом прекратил считать. Любовь к науке позволила ему открыть новое направление в медицине – гнойно-септической кардиохирургии. Преданность профессии сделала его основоположником отечественной кардионеврологии. В арсенале врача более 700 научных и учебно-методических работ, в том числе около 30 монографий. Благодаря его методу пластики перегородок сердца в России и в мире по сей день хирурги заставляют биться сердца пациентов. А вот скажите, пожалуйста, есть ли какие-то цифры статистики, какая болезнь по кардиологическим болезням лидирует у нас в России? Ну, конечно, ишемическая болезнь. Атеросклероз сосудов сердца, и отсюда инфаркт и сердечная недостаточность. Вот. Причем, как правило, это результат неправильного образа жизни. Бывает, операция прекрасно пройдет, великолепно. Нагноился, сепсис и все, инфекция. А бывает, когда фраза «сердце не выдержало», да? Это самый тяжелый момент. Вот мы же его останавливаем, сердце, останавливаем, охлаждаем, льдом обкладываем. Все сделали, зашили, вот его надо запустить. Я говорю, запустится оно, не запустится. Запустится, не запустится. Ну, начало фибриллировать и фибриллирует. А ритма нет. Одна дефибрилляция электрическая, вторая. Уже у самого сердца останавливается и не идет. Ну, как правило, в 99% Сердце запускается. сердце запускается. И вот пока вот не проснется и не заговорит, вот тогда только отходит у всех. Потому что это жертвенная профессия. Кто не способен пожертвовать собой, врачом быть не может. Не может быть врачом. Все началось в детстве, все началось в Якутске. И до сих пор в сердце Юрия Леонидовича живет любовь к родному северному краю. Я надеюсь приехать. Я очень часто вижу во сне Якутск, горы, подснежники, озера, Солдатское, Белое, куда мы ходили гулять, ледоход по Лени. Весь город выходил смотреть, когда лед идет. Пусть Бог хранит эту святую землю в радости и благодати. Спасибо. Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Джур Березкин, Москва.